Поехали. Друзья, всем доброе утро. Меня зовут Вильдан Исянгельдин. Я являюсь директором акселератора студенческих проектов БГПУ имени Акмуллы, а также региональным экспертом конкурса молодежных проектов. Сегодня мы находимся в стенах нашего замечательного Акмуллинского университета с целью проведения нашего регионального онлайн-форума рабочей молодежи. Что такое рабочая молодежь? Что нас ожидает в перспективе? Какие события, какие тренды связаны с этим направлением? Обо всем этом мы сегодня поговорим. Наша сегодняшняя встреча, наше сегодняшнее общение посвящено прежде всего такому интересному движению, событию, тренду в области государственной молодежной политики, как рабочая молодежь. И наш сегодняшний онлайн-форум проводится в первую очередь для популяризации этого направления, для вовлечения все большего и большего количества молодых людей Республики Башкортостан, да и не только, в это интересное явление, в этот феномен, а также развитие, конечно же, профессиональных компетенций наших молодых специалистов и профессионалов. И сегодня у нас в гостях лидеры этого замечательного движения нашего региона, которые поделятся большим количеством полезной информации, поделятся своим опытом, лайфхаками и так далее, и так далее. Я гостей, наверное, сейчас представлю. Первый — это у нас Гайнединов Рустем Радикович, это руководитель направления Совета трудящейся молодежи города Уфа, то есть человек, который непосредственно занимается этим направлением. Это Эльвина Равильевна Хайбуллина, которая является специалистом по работе с молодежью Центра содействия занятости молодежи. Это Муталапов Рамиль Наилевич, который является победителем конкурса «Молодые лидеры Башкортостана» и суперфиналистом конкурса «Лидеры России». Это Галямова Кира Валерьевна, которая является руководителем Центра опережающей профессиональной подготовки. И сегодня все эти наши гости, спикеры непосредственно пришли сегодня, чтобы поделиться тем багажом знаний, которое непосредственно у них есть, специально для вас, друзья. И с приветственным словом мне хотелось бы передать сейчас микрофон, наверное, Рустему Радиковичу, который поделится непосредственно тем событиям, тем мероприятиям, ради которого мы сегодня собрались. И что такое трудящаяся молодежь, с чем это непосредственно можно ассоциировать и так далее. Обо всем об этом он нам сегодня расскажет. Пожалуйста, Рустам. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые участники онлайн-форума. Еще раз представлюсь, Гайнединов Рустем. Я представляю Совет трудящейся молодежи городского округа город Уфа. Сам являюсь сотрудником ООО «Газпромтрансгаз Уфа», инженер второй категории, служба по управлению техническим состоянием и целостностью газотранспортной системы. И тема нашего сегодняшнего онлайн-форума – это, конечно же, рабочая молодежь. Рабочая молодежь, вообще, кто это? Кто эти люди, рабочая молодежь? Под этим термином лично я понимаю нас с вами, то есть тех ребят, которые буквально недавно закончили учебное учреждение и сейчас трудоустроены и работают на предприятиях республики и страны. У трудящейся молодежи достаточно большое количество вопросов, на которые она хочет получать ответы. Но, к сожалению, зачастую бывает так, что трудящаяся молодежь, она выпадает из общей колеи молодежной политики. То есть основное количество мероприятий ее обходит по тем или иным причинам. Почему? Потому что мы работаем, потому что мы находимся на рабочих местах, и в то время, в те дни, когда проводятся какие-то крупные интересные мероприятия, где мы бы хотели принимать участие, мы находимся на работе, и мероприятия проходят мимо нас. Но, так сказать, это не лишает нас какого-то запала, какой-то внутренней энергии, какого-то желания делать мир вокруг нас лучше, и поэтому я очень рад, что наш город, наша республика в этом году принимает 8-й Всероссийский форум рабочей молодежи, на котором соберутся активисты промышленных предприятий и организаций со всей страны, где мы сможем пообщаться с коллегами, с друзьями, поделиться опытом, а также поучаствовать в грантовом конкурсе на реализацию социально значимых проектов. Пишите свои вопросы в комментарии, мы постараемся на них ответить. Сегодняшние наши гости – это достаточно интересные люди. Это активисты молодежного направления по разным сферам. Это победители конкурсов. И я надеюсь, что сегодняшний наш форум пройдет продуктивно. И сейчас я передаю слово Хайбуллиной Эльвине. Она поделится опытом работы Совета трудящейся молодежи городского округа город Уфа. Эльвина, вам слово. Можешь свой взять.
Всем здравствуйте. Меня зовут Хайбуллина Эльвина Равильевна. Я сотрудник Центра содействия занятости молодежи. Но сегодня я хочу вам рассказать о Совете трудящейся молодежи городского округа город Уфа. Вообще, как вы уже определили, на самом деле для трудящейся молодежи в принципе в России очень мало мероприятий. И поэтому в феврале 2017 года возобновил свою деятельность общественный орган при Комитете по делам молодежи Совет трудящейся молодежи города Уфы, деятельность которого курирует Центр содействия занятости молодежи. Вообще деятельность Совета, она разделена на 4 сектора, то есть это социально-благотворительный, предпринимательский, культурно-массовый и правовой сектор. Сейчас в Совете находится 43 представителя различных организаций, предприятий города. И организуется очень много мероприятий. Однако все мы знаем, что вот в 2020 году все мы ушли на самоизоляцию, и большинство мероприятий перешли в формат онлайн. Так, 28 мая, получается, у нас прошла интеллектуальная игра для трудящейся молодежи. Мы были очень рады результатам, были рады участникам. И много представителей трудящейся молодежи нам писали о том, что когда же, давайте вернемся уже в формат таких наших встреч, потому что на самом деле в Уфе не хватает таких вот интересных движений. Как сказал Рустем, мы всегда на работе, и очень часто все интересные моменты проходят днем, когда мы все не можем быть в это включены. И поэтому помимо интеллектуальных каких-то культурно-массовых мероприятий, Советом организуются благотворительные акции. Сейчас, допустим, у нас проходит акция «Большая помощь маленьким друзьям». Это акция направлена на помощь бездомным животным. То есть мы сейчас проводим сбор кормов, одеял, посуды, вообще кто чем может помочь. И все, что будет собрано, будет отправлено в приют «Доброта». Это у нас находится в городе Уфе. И что же я еще хотела добавить? На самом деле, насчет из-за того, что вот мы ушли на ковид, у нас огромную помощь трудящаяся молодежь оказала маломобильным гражданам, то есть пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны в доставке продуктов, в помощи. Мы очень активно участвовали во всероссийских акциях «Мы вместе», волонтеры Победы и волонтеры Конституции. И вообще, регламентируя, хочу сказать, что с трудящейся молодежью нужно работать, нужно организовывать для нее как можно больше мероприятий и организовывать все больше каких-то вот сообществ на предприятиях, на организациях, на уровне города, на уровне республики, вообще на уровне любого муниципалитета, потому что все мы знаем, что работа в команде, она намного эффективна, чем работа в одиночестве. Спасибо. Большое спасибо, Эльвина. Я передаю слово своему коллеге, другу Рамилю, который поделится своей историей успеха и расскажет нам о себе. Рамиль. Спасибо. Друзья, рад вас приветствовать на нашем онлайн-форуме рабочей молодежи. Меня зовут Рамиль Муталапов. Я являюсь победителем конкурса «Лидер Башкортостана» и суперфиналистом 3-го сезона «Лидер России». На данный момент я занимаюсь развитием IT, занимаюсь управлением IT-проектами в группе компаний «Газпромнефтехим Салават». Расскажу немного о своей дороге к успеху. Но для начала нам нужно с вами определиться вообще, что такое успех. Успех – это достижение целей. То есть для того, чтобы достичь успеха, надо для начала поставить какие-то цели. Я начинал свой карьерный путь со специалиста по обслуживанию программного обеспечения. В это время я учился в педакадемии, параллельно работал. И уже тогда у меня появилась такая тяга к долгосрочному планированию. Я завел себе файлик Excel, это было 15 лет назад, и в нем начал записывать какие-то моменты, какие-то карьерные позиции, зарплаты, еще что-то. На тот момент я, может быть, даже не думал о том, что такое цель, но, по сути, эти цели уже ставил. Причем я делал это на большой период, на 10 лет вперед.
И на тот момент те цели, те мечты какие-то, которые я записывал, они казались абсолютно нереалистичными. То есть это было что-то такое космическое, недостижимое. Но постепенно, со временем, они все воплощались в жизнь, сбывались. И я ставил новые цели, продумывал, каким образом я буду их достигать. И вот тот экселевский файлик, который я начал в 2007 году, я до сих пор его веду, до сих пор им пользуюсь. И точно так же сейчас, опять же, ставлю на 10 лет вперед какие-то цели, достижения, чего я хочу достичь за это время. И самое главное, как я к этому приду. То есть продумываю какие-то основные вехи. Но что может помешать в достижении этих целей? Основное – это страхи. Главный страх – это страх ошибиться. Но чем больше мы делаем, тем больше мы ошибаемся. Это абсолютно нормальная ситуация. Но вместе с тем, тем ближе мы становимся к нашей цели. Поэтому и плюс еще ко всему, в то время, когда мы ошибаемся, мы учимся. Как говорят, что лучше всего человек учится на своих ошибках. Поэтому обязательно надо делать много. Да, будете много ошибаться, но обязательно придете к вашим целям намеченным. Следующий момент, о котором хотел бы сказать, это такой миф. Наверное, он еще пошел с советских времен. О том, что профессию выбирают один раз и навсегда. Вот сейчас реальность такова, что мир очень быстро меняется, и для того, чтобы как минимум хотя бы быть в тренде, да, быть в одном потоке с меняющейся обстановкой, надо постоянно учиться. То есть сейчас важно умение учиться и переучиваться. Не так, что как раньше там было привычно, один раз отучились в каком-то учебном заведении и работаете всю жизнь. То есть сейчас важно уметь подстраиваться под реалии, под то, что на данный момент востребовано. А в идеале быть впереди этого, чтобы за собой менять этот мир. Это неотъемлемая часть дороги к успеху, умение постоянно развиваться, желание постоянно развиваться, постоянно что-то делать. Еще один важный момент, о котором хотел бы сказать, это использование возможностей. Нам в жизни, каждому человеку предоставляется огромное количество возможностей. В начале 2019 года я решил участвовать в конкурсе «Лидер России». Начал постепенно готовиться к этому конкурсу. И примерно в этот же период глава Республики Башкортостан объявляет о старте конкурса «Лидер Башкортостана». И, казалось бы, зачем распыляться? То есть цель, надо сфокусироваться на ней, идти к ней. Но я все же принял решение участвовать в том числе и в «Лидере Башкортостана». И в рамках этого конкурса все финалисты проходили комплексное обучение управленческим навыкам. И одной из тем этого обучения было ситуационное лидерство. И вот как раз это ситуационное лидерство – это один из таких больших блоков тестов на «Лидерах России». Я его успешно прошел. То есть, по сути, если бы я не заявился лидер Башкирии, я бы и не прошел тестирование «Лидер России», потому что я, в принципе, эту тему понимал только интуитивно, и, скорее всего, бы далеко не все ответы были бы верными. Поэтому надо каждую свою возможность стараться использовать. Если вам что-то предоставляется, обязательно возьмите это, используйте это, потому что мы никогда не знаем, к чему это может привести. Мы не можем на 100% гарантировать, что каждое какое-то из наших действий приведет к какому-то точному результату. Но мы, чем больше действий таких производим, тем выше вероятность, что вот эта цепочка событий, она приведет к какому-то позитивному результату. По поводу участия в конкурсе «Лидер России». Для тех, кто будет готовиться, я бы порекомендовал акцентировать свое внимание, сфокусироваться на 3 моментах в рамках подготовки. Первый момент – это управленческие хард-скиллы. Это какие-то базовые понятия об управлении, ну, например, там, постановка целей по SMART, диаграммы Сикавы и так далее. То есть нужно эти понятия четко знать. Второй момент – это soft skills. Нужно уметь грамотно, качественно работать в команде, грамотно, качественно
преподносить свои идеи. Для этого, в первую очередь, в этом помогают тренинги. То есть нужно уметь работать с возражениями, нужно уметь перехватывать инициативу грамотно, чтобы это не было какой-то агрессии и так далее. И третий момент, на что нужно обратить внимание, это мотивация. Если вы человек не гиперактивный в жизни, то вам обязательно нужно максимально настроиться, максимально зарядиться перед очными состязаниями. Это поможет вам максимально раскрыть себя, максимально проявить свои лучшие качества. На этом все. Большое спасибо. Удачи вам, успеха в вашей работе и успеха в достижении целей. Спасибо. Большое спасибо, Рамиль. Сейчас слово передаю Галямовой Кире Валерьевне, руководителю Центра опережающей профессиональной подготовки. Кира Валерьевна, вам слово. Спасибо, Рустем. Я надеюсь, меня видно и слышно. Доброе утро, друзья. Спасибо, что вы сегодня с нами, потому что тема действительно интересная и актуальная. И отдельное спасибо организаторам, что позвали меня сегодня стать спикером такого интересного события. Что хочется сказать? Да, во-первых, мне хотелось бы рассказать, какую организацию я представляю. Я представляю Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан. Мы были созданы совсем недавно, 20 марта этого года, в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы», который реализуется в рамках национального проекта образования. Что же такое опережающая профессиональная подготовка и чем должен заниматься наш центр? Предыдущий оратор уже отметил, что сегодня мы живем в очень динамично меняющемся мире, когда нам важно постоянно учиться и переучиваться. Мы не можем себе позволить роскошь выбирать профессию один раз и на всю жизнь. Поэтому реализация вот этих коротких программ, которые позволяют нам набирать и дополнять те навыки и компетенции, которые у нас уже существуют, сегодня становится очень важным. Наш центр является площадкой-агрегатором всех ресурсов профессиональной подготовки Республики Башкортостан. В нашем регионе есть 96 колледжей. Это самая большая система профессионального образования в Приволжском федеральном округе и одна из самых больших в России. И мы понимаем, что сегодня колледжи, благодаря реализации национальных проектов, набирают обороты. Оборудование в колледжах подчас лучше и более современное, чем находится на производстве. Преподаватели, которые тоже постоянно учатся и переучиваются, сегодня могут давать качественное образование тем, кто учится в колледжах, но по задумке авторов проекта, да, если мы работаем поодиночке, то у нас одно КПД, да, но если мы собираемся все вместе, то этот эффект синергии нам позволит достичь наилучших результатов. Вот наш центр и является таким агрегатором всех этих ресурсов. Чем же мы можем быть полезны рабочей молодежи? Да? Во-первых, мы понимаем, что вес специалиста, любой вес, да, авторитет, стоимость его на рынке труда прямо пропорциональна тем компетенциям, которые есть у этого специалиста. Поэтому мы готовы разрабатывать программы под запрос работодателя и давать те надстройки, да, на профессиональных навыков, которые необходимы конкретному производству в конкретных условиях. Так как мы государственное учреждение, мы это делаем за счет реализации бюджетных средств, поэтому мы открыты к сотрудничеству и рады предложить свои услуги. Кроме этого, мы занимаемся профориентационной работой, пытаясь перевести ее на новый уровень и использовать современные технологии. И также взаимодействовать с работодателями. Я очень надеюсь, что мы подружимся и с теми структурами, которые у нас отвечают за организацию работы с рабочей молодежью, для того, чтобы нам выстроить грамотное взаимодействие. О чем еще хотелось бы сказать? Да, так как наш центр является такой площадкой, методическим центром, куда стекается все о профобразовании, то мы занимаемся и развитием движения WorldSkills. И WorldSkills сегодня выступает драйвером развития вообще всех профессиональных навыков, да, людей, которые находятся в периоде активного вот такого своего, в периоде активности. Да. WorldSkills
позволяет развивать профессиональные навыки школьникам, реализуя линейку юниоров, да, основная возрастная группа, где принимают участие и молодые рабочие до 24 лет. И вот сейчас идет у нас чемпионат, который называется «Навыки мудрых». Это чемпионат для людей старше 50 лет, которые показывают, что даже в преклонном возрасте можно быстро осваивать современные технологии. Поэтому я призываю и рабочую молодежь принимать активное участие в мероприятиях, которые организует WorldSkills, вливаться в движение, совершенствовать свои навыки на программах, которые реализует Союз WorldSkills. И предлагаю вам такую возможность, потому что сегодня мы являемся оператором федерального проекта, федеральной программы по повышению квалификации и профессиональному обучению граждан, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Что значит последствия распространения? Да? Это не значит, что вы должны были болеть ковидом для того, чтобы вам освоить короткую образовательную программу. Да? Пострадавшие от новой коронавирусной инфекции – это граждане, которые не смогли сформировать свои профессиональные компетенции, например, являясь выпускниками колледжа или вуза, или те граждане, которые находятся под риском увольнения, или те граждане, которые были уволены в связи с ликвидацией предприятия или индивидуального предпринимателя и так далее и тому подобное. Союз WorldSkills и вообще, собственно, и Республика Башкортостан, и Российская Федерация дает возможность бесплатно повысить свою квалификацию или получить новую профессию для того, чтобы вы стали востребованы на рынке труда. Это прекрасная возможность, которой нужно и можно воспользоваться. В республике более 70 центров обучения, которые предлагают программы, начиная от IT и заканчивая поварским делом. Это программы, которые реализуются в условиях с хорошей материально-технической базой. Эти площадки оборудованы современным оборудованием, поэтому мы надеемся, что кто-то из вас воспользуется этой возможностью и повысит еще свой профессиональный уровень. Это, наверное, все, о чем я хотела сказать. Спасибо большое. Я передаю слово модератору. Большое спасибо, Кира Валерьевна. Сейчас передаю слово нашему спикеру Елуковой Рузеле, которая также является победителем конкурса «Молодые лидеры Республики Башкортостан», а также руководитель направления обучения и семинары международной ячейки организации IPMA Young Crew. Рузеля, тебе слово. Добрый день. Меня зовут Рузеля, как вы уже представили, я являюсь руководителем направления обучения и семинара IPMA Young Crew РБ. Сегодня я хочу рассказать про сообщество и проекты, которые, возможно, были бы интересны вам для реализации себя, своего потенциала. И расскажу я это на примере нашей организации Young Crew. Что ж такое Young Crew? Young Crew – это сообщество студентов, выпускников вузов и молодых специалистов, которые работают в области проектного управления или же интересуются проектным управлением и технологиями. Young Crew является молодежной ячейкой российской организации ассоциации Совнет. А Совнет, в свою очередь, является представителем международной организации IPMA. Миссия Young Crew. Миссия Young Crew является формирование профессиональной молодежной среды и площадки для обмена опытом, знаниями среди молодежи, так и для молодежи в области проектного управления. Структура Young Crew. В структуре Young Crew первым это ядро, где принимаются стратегические и ключевые решения для развития организации в целом. Актив, который реализует, подготавливает все проекты. И участники ассоциации, которые участвуют в проектах, которые организует актив организации. Если говорить про нашу локальную группу, про Young Crew Башкортостан, то она организована в конце 2018 года, то есть мы существуем больше 1,5 лет, и за это время были реализованы проекты такого направления, как это экскурсии в предприятия, которых очень развито там бережливое производство, которые были победителями чемпионатов по проектному управлению и так далее. Кроме этого, у нас организуются тренинги, проводят в основном наши кураторы. У молодежной ячейки, у нашей локальной группы есть свои кураторы, которые направляют нас и помогают в тех или иных вопросах.
Еще основным мероприятием, которое организует наша локальная группа, является это всероссийский этап международного чемпионата по проектному управлению. Стоит отметить, что наша страна впервые участвовала в этом чемпионате в прошлом году. То есть мы являлись первыми организаторами, которые организовывали этот чемпионат у нас в России. В прошлом году он проходил в офлайн формате, и победители у нас поехали на международный чемпионат в Германию. Так, как раз вот картинки сверху и первые два снизу слева — это с прошлогоднего международного чемпионата в Германии. Но вот в этом году, я уже стандартную фразу скажу, в связи с ситуацией с коронавирусом проходил чемпионат в онлайн-формате, и вот снизу справа это скрин с финала международного чемпионата. Наши ребята в прошлом году и в этом году занимали 4 места, что, думаю, очень хороший результат, учитывая тот момент, что они участвовали впервые. Вот. Так, как я уже сказала, что вот наша команда, часть нашей команды Ян-Крё Башкортостан является победителями в конкурсе «Лидеры Башкортостана», и мы представляли проект «Проектариум». Что же такое «Проектариум»? Это международный чемпионат по проектному управлению, который я уже ранее упомянула, и 2 еще направления. Кейс-турнир «Бережливая фабрика» на основе фабрики процессов, которая направлена на обучение именно бережливому производству. Это кейс-турнир направлен для студентов. Третье направление – квест-трек «Траектория успеха». Она ориентирована для школьников 8-11 классов. И это профориентационный квест-трек получается. Не могу не отметить 2 крупных мероприятия, которые должны были состояться в офлайн-формате в сентябре, но, опять же, в связи с ситуацией с коронавирусом, они проходили, вот Global Ян-Крё Workshop проходил в онлайн-формате, а в следующем году, в сентябре 2021 года, оба мероприятия также пройдут у нас, имеется в виду в России, в Санкт-Петербурге. Если у вас есть желание реализовать себя, реализовать свой потенциал, познакомиться с продвинутыми людьми со всего мира, отметьте у себя эти 2 мероприятия, которые состоятся в сентябре следующего года. Ян-Крё — это возможность стать частью самого крупного в мире сообщества молодых специалистов в области проектного управления. Ян-Крё — это не про какую-то специальность, какую-то профессию, это про потенциал, это про развитие себя. Так что если вы видите себя в каком-то таком мероприятии, где проектное управление, экскурсии какие-то предприятия, или же вы хотите организовывать такие события, то добро пожаловать к нам. Спасибо. Большое спасибо, Рузеля, так сказать, за интересный доклад про деятельность организации, про свой вклад, по проекты. Сейчас я бы хотел рассказать дорогим участникам онлайн-форума про то, что же ждет наш город в октябре с 14 по 17. Немножко расскажу про Всероссийский форум рабочей молодежи. Что он из себя представляет, вообще, так сказать, цель этого форума и как это, так сказать, побывать на этом форуме. В 2019 году, в мае, в городе Казань я принимал участие в составе делегации от Республики Башкортостан на 7-м Всероссийском форуме рабочей молодежи. Попал я туда впервые, то есть данный форум я посещал впервые, и что мне, точнее, моменты, которые мне запомнились в первую очередь, это то, что ребята, которые принимают участие в этом форуме, это простые ребята с предприятий, которые занимают либо рабочие должности, либо занимают должности инженерно-технических работников, то есть, но ребята с определенной степенью, так сказать, желание участвовать участвовать в общественной и общественно-политической жизни города, страны и региона, в котором они проживают. Сам форум представляет собой комплексное мероприятие, состоящее из 5 дней, то есть каждый день забит
мероприятиями под завязку, начиная от обучающих мероприятий, от мастер-классов, от нетворкинг-сессий, спичей интересных гостей, включая представителей правительства региона, который принимает форум, а также федеральных властей. В Казани перед нами выступал с докладом и представители Федерального агентства по делам молодежи. У нас на Казанском вертолетном заводе была сессия с президентом Республики Татарстан, то есть на котором каждый участник форума мог в режиме, так сказать, живого общения задать вопрос и получить интересующий его ответ. Но самое главное, что я извлек из этого форума, это то, что ребята, которые живут в разных уголках нашей страны, в принципе, имеют схожие цели и схожая проблематика. И когда мы находились на форуме, совместными усилиями, совместными командными решениями мы приходили к тому, что большая часть задач в принципе решаема. То есть если будет небольшое внимание со стороны региональных властей, если будет указание от федеральных властей, то получается, что большую часть проблем трудящейся молодежи можно решить, грубо говоря, малой кровью. То есть в принципе не требуется каких-то колоссальных капиталовложений, нужно лишь немного ее направить. Объясняю почему. Рабочая молодежь, именно ее актив, который участвует на подобных мероприятиях, это ребята, которые в прошлом имели большой общественный опыт. То есть это активисты в студенческие годы, то есть активисты при обучении в школе. То есть это ребята, которые уже имеют определенный опыт общественной деятельности, то есть и, в принципе, они уже готовы к тому, чтобы реализовывать какие-то социально значимые проекты или реализовывать какие-то интересные идеи. Но в условиях своих предприятий, то есть они получают ограничительные рамки, которые, это понятно, предприятие имеет свои определенные цели, свои задачи, то есть и если эти задачи не вписываются в задачи предприятия, например, у меня как молодого специалиста, у меня есть своя социальная идея, я хочу построить социальный приют. Но для моего предприятия это неинтересно. То есть тогда моя задача выпадает из общего пула, и, скорее всего, предприятие на нее не обратит внимания. То есть, но эта идея, она меня не покидает, и поэтому я ищу среду, в которой я смогу реализовать этот проект. И как раз-таки форум рабочей молодежи позволяет ребятам показать свои идеи, так сказать, явить их на свет, и не только явить их на свет, а обсудить с коллегами, устранить какие-то недостатки, а также получить материальную поддержку в формате гранта для физических лиц. То есть в 2019 году я явился победителем гранта среди, получается, всероссийского конкурса среди физических лиц на реализацию патриотического проекта в память о героях, который в 2020 году, естественно, с осложнениями по коронавирусу, я благополучно реализовал. То есть моя идея, не связанная с моим работодателем, с моим предприятием, она была реализована при поддержке федерального органа власти. То есть я считаю, что такую возможность упускать нельзя, особенно тем, кто планирует, хочет делать жизнь в наших регионах, в наших городах лучше. А таких ребят на наших предприятиях достаточно большое количество. Я думаю, что это число можно исчисляться сотнями человек. То есть на самом деле активных ребят у нас очень много. Но еще раз я повторюсь, в связи с тем, что мы рабочая молодежь, мы работаем в основное время, и у нас, по сути, свободное время — это вечера, либо выходные. То есть, сами понимаете, вечером никто мероприятия уже не проводит, в выходные все отдыхают. А в рабочее время мы не можем покинуть свои рабочие места. Вот. И я надеюсь, дорогие друзья, дорогие коллеги, что наша республика достойно примет этот форум, и количество участников от нашей республики в нем будет очень большим. Я буду очень рад вас всех на нем видеть. В принципе, спасибо, у меня все. Я передаю слово Исенгильдину Вильдану с его докладом. Спасибо. Коллеги, еще раз
Всем добрый день. Все те, кто нас смотрит, все те, кто нас посмотрит в перспективе сейчас, да. Цель моего сегодняшнего спича, да, вот после того, что рассказывали коллеги, это такая тематика, как социальное проектирование. Это то, о чем говорил Рустам. Это те идеи, те инициативы, которые имеются у современной молодежи. Но сегодня, вот, работая в сфере государственной молодежной политики уже не первый год, возникает существенная такая потребность в обучении вот этому интересному направлению, потому что одно дело иметь свою идею, одно дело говорить о ней, но совершенно другое это то, как мы будем ее оформлять, как мы будем ее защищать, как будем представлять перед экспертами конкурса проектов. Так, сейчас секундочку, коллеги, я буквально несколько секунд на технические вопросы. Отлично. Первое. Во-первых, вот продолжая тематику того, о чем говорил Рустам, касаемо вот проведения 8-го Всероссийского форума рабочей молодежи в столице Республики Башкортостан, городе Уфа, это действительно такое уникальное явление для нашей республики, для нас всех, потому что вот лично на моей памяти это лишь второе мероприятие Федерального агентства по делам молодежи, которое проводится у нас, вот именно для молодежи. Первое это был форум такой интересный, где я сам также принимал участие, это форум «Золото тюрков», который проходил в 2015 году. А вот сейчас Уфа становится площадкой для принятия вот этого интересного форума рабочей молодежи, который, я надеюсь, объединит все самые талантливые кадры со всей страны. И тот формат, тот социальный лифт, который сегодня предлагается для участников этого форума, это грантовый конкурс. Грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи, который входит в основную сетку форумной кампании. И традиционно вот в этом году грантовая сумма это до 1,5 миллиона. То есть любая идея вашего проекта, любая инициатива, которая у вас есть на протяжении уже долгого времени, вы ее выносите, вы можете представить на данном форуме и получить непосредственно финансовую поддержку от Росмолодежи. Конкретизируя внимание на том, что мы сегодня, о чем мы сегодня говорим так часто, да, о чем коллеги говорят, проекты, везде проекты, с каждого угла буквально об этом говорят, и очень часто уже эта тема настолько вводится в абсолют, что мы уже не представляем свою жизнь без этого слова. Однако важно понимать, что у любого проекта есть определенные атрибуты, есть определенная терминология. Вот если мы рассматриваем в рамках социального проектирования, в рамках вот грантового конкурса, в каком вот именно они понимание воспринимают это слово. То есть вот на ваших экранах вы можете сейчас видеть презентацию, можете ее сохранять, запоминать, записывать для того, чтобы у вас появилось уже четкое понимание того, как это все делается и с чем это едят. Первое, у любого проекта есть своя тема, есть конкретная цель. То есть та уникальность, тот уникальный продукт, который вы представляете, то, чем вы горите непосредственно, является вашей инициативой, которую вы непосредственно можете представить на грантовом конкурсе. Любой проект ограничен во времени, то есть это не может быть бесконечная история, не может быть глобальная история, с которой вы пытаетесь изменить весь мир. Это, конечно, возможно, но очень грамотно необходимо воспринимать тот объем сил, который у вас есть. У любого проекта есть своя целевая аудитория, то есть это те, на кого направлен проект в виде молодежи, в виде студентов, в виде рабочей молодежи, той же самой, жителей муниципалитетов, городов или республики в целом. Немаловажный и фактор того, что у любого проекта есть команда проекта, то есть если вы говорите то, что у вас все получится сделать самому, это маловероятно. Вопрос делегирования полномочий, функционала – это немаловажная часть в любом проекте. Что касается двух последних атрибутов, это ресурсы проекта и последовательность, это то есть те финансовые, материальные и нематериальные средства, которые вы планируете привлекать в рамках реализации. То есть это могут быть как и грантовые средства, так и привлеченные финансовые средства, так и нематериальные блага в виде помещений, аренды, средств массовой информации, человеческий капитал, конечно же, немаловажный. Ну и, конечно же, последний атрибут – это последовательность. Это
то тот алгоритм, та дорожная карта мероприятия, которая непосредственно приводит к достижению вашей цели, начиная от подготовки, самой реализации, непосредственно завершения. И вот эта вся история, которую мы с вами просмотрели выше, наводит нас к такому единому определению, которое вот мы с нашим экспертным сообществом постоянно выводим в абсолют. То есть проект — это комплекс взаимосвязанных мероприятий, которые направлены на достижение конкретного результата в определенный отрезок времени и при наличии конкретных ресурсов. То есть это вот тот термин, который вы можете использовать, апеллировать в любом разговоре, когда тема заходит вот именно о проектах. Потому что очень часто работаю с молодежью и спрашиваю, что такое проект, получаешь 2-3 слова, иногда даже один, то есть это цель, это продукт и так далее. Но если вы используете конкретно вот эту формулировку, хотя бы примерную, да, у вас уже выстраивается логическая цепочка того, что это такое. Дальше. Этапы реализации проекта. Это вот я вывожу это в слайде номер 3, где вы сейчас это видите. Для лаконичности понимания того, как же все это выстраивается, вы видите вот 5 вот этих слов. Это правило 5P, которые мы выводим. Это проблема, планирование, поиск ресурсов, продукты и презентация. То есть это означает, что канва любого составления проекта, от его идеи, да, начинается с того, какую тему вы хотите осветить, что вас лично волнует, какую актуальную тему вы хотели бы взять за основу. То есть если мы рассматриваем вот проблематику того, с чем сталкивается рабочая молодежь. Я думаю, и Рустам это упоминал частично, да, в своем выступлении. Проблем действительно в каждой отрасли много. И та проблема, за которую вы возьметесь, непосредственно станет вот тем базисом, на котором все будет строиться. То есть после продумывания, после определения той проблемы, которая волнует вас, волнует ваше сообщество, комьюнити, предприятие, лично вас, вашу семью, друзей и так далее, вы приводите уже осуществлять планирование. То есть каким образом вы будете решать эту проблему. То есть это тот комплекс мероприятий, тот комплекс форматов, механизмов и так далее, которые могут привести к конкретным практическим действиям. Далее у нас идет поиск ресурсов, то есть каким образом и где мы это все будем реализовывать, начиная от приобретения определенной технической продукции, канцелярия, согласования помещений, площадок, приглашение средств массовой информации, освещение — это все в формате фото и видеоконтента и так далее, и так далее. И непосредственно следующим нашим 2 шагами является сам продукт, то есть это то, к чему вы приходите в перспективе, то есть тот контент, тот пласт мероприятий спортивных, экологических, патриотических, связанных с педагогикой и так далее, и так далее. То есть это все является тем продуктом, который вы уже в дальнейшем транслируете, мультиплицируете его уже в рамках вот нашего региона, сообщества, возможно, страны или мира в целом. Отвечая на вопрос, очень частый, с которым мы сталкиваемся, а где же взять эту идею, то есть за что нам зацепиться, что сейчас в тренде, что ново и на что мы можем выиграть деньги. Потому что сегодня вот очень часто вот в сфере проектирования социального и не только, гранты, субсидии и так далее, у ребят есть четкая позиция. Мы пишем проект для того, чтобы выиграть деньги. То есть вот сегодня существует, к сожалению, такая проблема, однако важно понимать, что именно от той идеи, которую вы возьмете, за которую вы возьметесь в самом начале, зависит тот результат и количественный, и качественный, тот кайф, который вы получите от реализации всего этого процесса. Именно все зависит от идеи. И первое, непосредственно приоритетное, наверное, такое направление — это мотивация. То есть, что лично волнует вас, что лично интересно тебе. И от этого всегда мы вот ребятам советуем выписывать это себе конкретно на листочек в сфере образования вашего, в плане вашей
вашей профессиональной деятельности, в вашем окружении, в вашем сообществе и так далее. И после определения вот этих пластов идей различных, да, проблем, вы уже выстраиваете вот эту вашу дорожную карту. То есть первое, это проанализировать все, что тебе интересно и нравится делать. Это первое, это всегда самая важная история. Дальше, выбрать вид деятельности, определить проблему и оценить масштаб и актуальность того, насколько вы можете транслировать эту идею, что в ваших силах, что в ваших компетенциях и что в компетенциях вашей команды, которую вы задействуете. Ну и последнее, одно из последних, вернее, направлений, да, которое сейчас вот, ребят, не должно вас пугать. Вот этот большой список, это 16 пунктов основных, да, которые непосредственно являются критериями любого проекта. То есть для того, чтобы оформить вашу идею, которая у вас сидит в голове, реализовать ту проблему, которая вас волнует, вы должны максимально четко понимать, что вам придется это все оформлять. И вот эти пункты, начиная от названия, команды, географии, сроков реализации, заканчивая вопросами бюджета и сметы, вопросов опыта успешной реализации, мультипликативности и так далее. Это все то, с чем вам придется столкнуться в виде вот именно оформления этой карточки проектов, так называемых, да, в любом грантовом конкурсе, с которым вы хотели бы познакомиться или принять участие. Я думаю, сейчас в целях сохранения и времени, да, и для того, чтобы это не было слишком теоретически и консервативно, да, я, наверное, посоветую вам, если непосредственно у вас появилось желание, появилась мотивация, идея, или вот вы давно уже сидите с какой-то идеей, но не можете ее грамотно оформить и не знаете, где взять деньги, я посоветую вам изучить методические рекомендации Федерального агентства по делам молодежи, которые размещены на официальном сайте Росмолодежи, и по каждому из данных критериев, которые представлены у вас на слайде, вы можете ознакомиться и уже четко и грамотно сформулировать в текстовом формате вашу идею, проект, который, возможно, представите на нашем форуме всероссийском рабочей молодежи, который пройдет в городе Уфа. Дальше. Это немаловажный также шаг, который у вас представлен на экране, это вопросы презентации проекта. Тоже много вопросов постоянно возникает. Есть масса крутых идей, интересно оформленных, самой интересной идеей, фишкой, изюминкой и так далее, но многие сталкиваются с тем, что, к сожалению, представить перед экспертами, перед теми грантодателями, так называемыми, да, которые определяют, станете вы победителем или нет, это совершенно другой вопрос. На личном опыте могу сказать, что презентация — это, наверное, 60% успеха в области социального проектирования, потому что одно дело тот пакет документов, который вы представите экспертам, и другое дело это то, какой визуальный контент будет сзади вас, и то, как вы будете это все преподносить в условиях ограниченного дедлайна и времени. То есть на каждую защиту проекта дается классически 5 минут, то есть 3 минуты на само выступление, 2 минуты на ответы на вопросы экспертов. И вот за это время, за эти 3 минуты, вот эти все 16 пунктов, которые мы рассмотрели ранее, вы должны выстроить логическое свое выступление, чтобы было все понятно как и вам, так и вашим слушателям. То есть кратко по презентации проекта. Первое — приветствие, цель, актуальность, суть проекта, польза для аудитории, почему именно я, что мне необходимо, резюмирование и ответы на вопросы. То есть это классический скелет любой защиты проектов. Ну и в рамках вот именно нашего сегодняшнего общения, да, в рамках вот тех шагов, которые мы выделяем, немаловажным является также работа с источниками. Работа с источниками в плане поиска методических рекомендаций, в плане поиска тех кейсов, тех формаций того, где вы могли бы принять участие, где вы могли бы найти единомышленников в виде вот именно таких конкретных мероприятий. Вот на данном слайде вы можете увидеть те источники, которые будут вам полезны. И конкретно хотелось бы остановиться на таком источнике, как автоматизированная система АИС «Молодежь России», которая является единой, которая является универсальной площадкой для возможностей
современной молодежи. То есть, зарегистрировавшись на данной площадке, вы можете следить за самыми актуальными новостями, за самыми актуальными мероприятиями, которые проходят как в наших муниципалитетах Республики Башкортостан, так и в целом на региональном уровне, конечно, на федеральном и даже на международном. То есть, зарегистрировавшись один раз, заполнив все свои данные и при поиске тех мероприятий, которые вас заинтересуют, вы можете спокойно оформлять свои заявки, прикреплять ваши проекты и уже ожидать результата отбора, после чего уже осуществлять вопросы логистики, трансфера, чтобы посетить то или иное мероприятие, которое проходит практически в каждом уголке нашей страны, начиная от Республики Крым, заканчивая Дальним Востоком. На слайде представлен краткий механизм регистрации на данной платформе. То есть самое главное — это ссылка, которую вы видите, это ссылка myrosmol.ru, где непосредственно также и проходит регистрация на Всероссийский форум рабочей молодежи, который пройдет в Уфе в октябре месяце. Поэтому, друзья, зрители, если у вас будут в перспективе вопросы, которые вас интересуют по тематике социального проектирования, по тематике оформления проектов, формулировки целей, идей и так далее, можете находить меня, можете находить коллег также в социальных сетях и задавать свои интересующие вопросы. Поэтому у меня на этом все. Я желаю вам большой удачи в сфере оформления своих идей, своих проектов, их реализации, конечно же. И я надеюсь, что тот пласт идей, тот пласт проектов, инициатив, которые у вас есть сейчас в голове, найдут свою реализацию, и форум рабочей молодежи всероссийский, который пройдет в Уфе, станет одной из таких стартовых площадок для их реализации. У меня на этом все. Большое спасибо. И для завершения, наверное, да, Рустам, я передам слово тебе. Да, Вильдан, большое спасибо. Дорогие друзья, в подведении итогов нашего онлайн-форума желаю вам всем активности, целеустремленности. Так сказать, нашими совместными усилиями мы можем менять нашу жизнь к лучшему, делать наш город, нашу республику, нашу страну красивее, чище, сильнее. Так что давайте совместными усилиями продолжим реализацию наших идей, проектов. И я приглашаю вас всех принять участие во Всероссийском форуме рабочей молодежи. В принципе, у меня на этом все. Спасибо. Дорогие коллеги, кто еще желает? Кира Валерьевна, скажите? Да, давайте какие-нибудь пожелания нашим зрителям. Друзья, я желаю те идеи, которые у вас есть, воплотить, притворить в жизнь, а тех, у кого нету этих идей, обязательно их найти и, конечно, принимать активное участие во всех мероприятиях, которые реализуются и с помощью АИС «Молодежь России», и у нас в Республике Башкортостан общественными организациями, которые призваны развивать рабочую молодежь. Успехов и удачи, и до встречи на форуме рабочей молодежи.